Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью» и я, Ирина Кичигина. В 2020 году введена новая мера поддержки для семей с детьми от 3 до 7 лет. Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, мы пригласили руководителя Нерюнгринского управления социальной защиты и населения Наталью Черноусову. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, какие семьи имеют право на данную выплату? Так, на данную выплату имеют право семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленной величины прожиточного минимума в регионе. Значит, размер данной выплаты составляет 50% от величины прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе. В 2020 году размер данной выплаты составлял 8651 рубль. Начиная с 2021 года эта величина 9111 рублей. Данное пособие назначается сроком на 1 год, по истечении которого семье необходимо подтвердить право для дальнейшего получения данной выплаты. Также хочу оговориться о том, что данная выплата предназначена для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, то есть до исполнения ребенку 8 лет. Ну, кратко так. Скажите, пожалуйста, а какие документы необходимо предоставить, чтобы начать получать данную выплату? Но дело в том, что данная выплата отличается от остальных. Как вы сказали, она новая, и необходимо подать только заявление гражданину. Заявление можно подать как лично на бумажном носителе, в бумажной форме, например, это сделать у нас, либо в МФЦ «Мои документы», либо просто заполнить электронное заявление на портале госуслуг. В заявлении необходимо указать сведения всех членов семьи. Значит, далее управление соцзащиты при получении этих сведений производит проверку, и при получении информации от межведомственных структур, такие как налоговый, пенсионный фонд, фонд социального страхования, МВД и так далее, при расчете среднедушевого дохода семьи уже после этого производит назначение, принимает решение по данному заявлению. Мы знаем, что произошли кое-какие изменения с 1 января 2021 года. Вот расскажите об этих изменениях. Так, да, действительно, изменений достаточно много. Давайте я начну по порядку, чтобы нам не запутаться. Да? Значит, прежде всего, в 2020 году данная выплата назначалась с перерасчетом с 1 января 2020 года, либо со дня достижения ребенком 3 лет. В этом году при обращении выплата назначается со дня обращения заявителя, либо со дня исполнения ребенку 3 лет, если прошло не больше полугода с этого дня. Проще говоря, значит, если обращается за назначением выплаты родитель 3-летнего ребенка и обращается до исполнения малышу 3,5 лет, тогда он получит перерасчет со дня его рождения 3 лет. Вот так. Если позже, то, соответственно, со дня обращения. Это первое изменение, касаемое 2021 года. Второе, значит, в конце прошлого года были внесены изменения, которые касаются состава семьи при расчете вот этого среднедушевого дохода. И обязательное условие было введено совместное проживание на территории Якутии заявителя с ребенком. Проще говоря, что за данным пособием должен обращаться тот родитель, который прописан совместно с детьми. И что касается состава семьи. Дело в том, что ранее в состав семьи включались только супруги при заключении официального брака. А начиная с этого года в состав семьи включается родитель ребенка, если он проживает совместно с этой семьей. То есть это коснется как раз так называемых гражданских браков. Если простыми словами, то если ваш сожитель является отцом ребенка, то его доходы также будут учитываться при расчете среднедушевого дохода. То есть если он проживает совместно с мамой, да, и ребенком? Да. А что если отец не проживает со своим ребенком и, может, не участвует в воспитании? В этом случае должны учитываться алименты от этого родителя на ребенка.
Таких случаев достаточно много, но хочу напомнить, что в Семейном кодексе прописана обязанность каждого родителя на содержание своего ребенка. То есть должны учитываться либо доходы этого родителя, либо его алименты. Поэтому когда граждане заполняют заявление, пожалуйста, обращайте на это внимание, и как раз алименты входят в так называемые иные доходы, нужно не забыть заполнить именно эту графу, указав там алименты за весь период их получения, либо не получения, соответственно, тогда 0. Семьи вот с детьми от 3 до 7 лет давно уже ждут увеличения, да, данной выплаты до размера прожиточного минимума. Когда же это случится наконец-то? Да, действительно, это случится достаточно скоро. Дело в том, что сейчас изменения в регламентирующие документы уже принимаются. Проект указа президента Российской Федерации уже опубликован, но это пока проект. После его подписания будут вноситься изменения в постановление правительства Российской Федерации, которое регламентирует также порядок и основные требования к назначению данного пособия. То есть это займет некоторое время. Но переживать не стоит. Первый квартал, даже если мы работаем по имеющимся сейчас действующим порядкам, то после принятия данных документов и внесения также изменений в нормативно-правовые акты республики Саха-Якутия в том числе, мы начнем работать по новым порядкам, и действовать новые правила будут с 1 января 2021 года. То есть все получат перерасчет, те, кто будет иметь право на повышенный размер, так называемый. В самом конце прошлого года были внесены изменения в 134-й федеральный закон, да, о размере прожиточного минимума Российской Федерации. Как-то это отразится вот на этих выплатах? Да, действительно, эти выплаты, они непосредственно связаны с величиной прожиточного минимума. И среднедушевой доход считается в зависимости от величины, и сам размер этой выплаты, соответственно, тоже. Так, чтобы было понятно, я объясню. Дело в том, что раньше прожиточный минимум принимался поквартально, и для назначения данного пособия учитывался прожиточный минимум за второй квартал прошлого года. Начиная с этого года, с 2021, прожиточный минимум теперь устанавливается сроком на 1 год, не будет теперь этого поквартального изменения величины. Устанавливается он также по демографическим группам, то есть пенсионеры, трудоспособного возраста, на детей, и на душу населения в целом. Так вот, соответственно, после того, как будет принята величина прожиточного минимума у нас в регионе на этот год, на текущий, в данный момент разрабатываются пока еще методики, его расчета и так далее, потому что изменился и сам порядок определения этой величины. Вот после этого, соответственно, будет определен размер уже и конкретной суммы, которую граждане будут получать, и, соответственно, та предельная величина, которую не достигают малообеспеченные семьи в своем доходе, для того, чтобы определить право на получение этой выплаты. Вот таким образом это касается данных пособий. И теперь к самому интересному. Увеличится ли размер пособий до размера прожиточного минимума в этом году? Да, действительно. Размер с 1 января 2021 года будет назначаться дифференцированно в размере 50% от величины прожиточного минимума, либо 100%. Дело в том, что 100% будут получать не все семьи, а это будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Те семьи, которые при получении вот этих выплат от 3 до 7 все равно не перешли порог бедности и не превысил их доход установленной величины прожиточного минимума, данным семьям будет назначаться повышенный размер. Вот таким образом. Как я уже сказала, что на данный момент вносятся изменения в нормативно-правовые акты, это займет некоторое время. Первый квартал мы работаем по действующим на сегодня порядкам.
И начиная со второго квартала, когда документы будут приняты, все изменения на уровне федеральном и также региональном в Республике Саха-Якутия, соответственно, после этого мы будем производить перерасчет данных выплат этим семьям, то есть с 1 января 2021 года. Размер будет все-таки с 1 января 2021 года новый, будет производиться перерасчет во втором квартале. Ну, таким образом. И еще можешь немножко рассказать о том, какие еще выплаты и пособия существуют для семей с детьми, может быть, других возрастов? Так, значит, если мы говорим о возрасте, то существуют меры поддержки при рождении детей до 3 лет. Это ежемесячные выплаты, кстати, в размере величины прожиточного минимума на первого ребенка есть, на второго ребенка. Это так называемые путинские пособия, в народе их так называют. И при рождении третьего и последующего это уже наши региональные выплаты с той же величиной. Кроме перечисленных мной выплат, существует еще несколько ряд выплат, но там независимо от возраста, по различным критериям и дифференцированный подход к этим выплатам. Вообще семьям с детьми достаточно обширная государственная поддержка сейчас оказывается на уровне как федеральном, так и региональном. А где можно получить полную информацию о том, на что имеет право семья с детьми? Так. Ну, конечно же, это наши средства массовой информации. Могу сказать точно, что данная информация имеется на сайте Министерства труда и социального развития. Обширную информацию можно получить на сайте госуслуг. Также, ну, например, если касаемо нашего города непосредственно и управления социальной защиты населения, то у нас есть страница Инстаграм. Там мы также и консультируем на этой странице, отвечаем на вопросы и, конечно, публикуем всю актуальную информацию касаемо различных выплат. Спасибо, Наталья Владимировна. Напоминаю, у нас в гостях была руководитель Нерюнгринского управления социальной защиты населения Наталья Черноусова. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч!